Я к тебе буду приезжать, казахский учить, а ты мне будешь готовить. И мне приносят стейк, и я такой, не свинина, бро, и там, не свинина, бро. И он И? начал жестко материться, прям, Вот в Инстаграме смотрю и думаю, вот тут тусовщик. да, Я вот не мне пропускаю прям, твои сторисы. да, вот. Они тоже вот я, да. Вот я. Я не люблю видеть кровь. И у тебя даже девушки нету? Ну. Не предупредили. А вы женаты? Давид Кегаров, басмен отрук. И вообще считаю казашки одни из самых красивых женщин на планете. А для меня он уже не болючий. Я на Бали полетела. Нет. Ну, мы крепкие тоже, ребята, нас можно и бить. Ой, Знать казахский — это гости. фишка. Я хочу. Свяжитесь со мной. Мы с тобой вместе сейчас чай попьем. Қайырлы кеш қымбаттыларым, бүгінгі менің жұлдыздан төмен бағдарламасына Давид Орбельяни келіп отыр. Армысыздар, құрметті достар. Қайырлы кеш. Ведущий, телеведущий, КВН-да ойнағансыз, Да, иә? да. Және де Намат файтлингта Да. ведущийсіз еще. Да, там, ну, много. Намат, ММА промоушены, бокс профессиональный. Ну, в общем, так меня что-то занесло в эту Как? индустрию. А так Не вообще, сложно? Мне ну, кажется, это... я шел к этому, на самом Да? деле. Да, ну, изначально, да. Я вообще как ведущий, вот правильно вы сказали, там, и вообще с КВН начинал. Вот, потом начал вести различные мероприятия, ну и буквально года 3 назад пришел вот в спорт, потому что я сам раньше занимался как спортсмен. Да? Каким спортом? Вот, бокс, Бокс? кикбоксинг, вот, ну и всегда, я больше, конечно, ведущий, чем спортсмен, поэтому всегда мечтал вести спорт. Ага. Вот, а так как эта индустрия сейчас развивается у нас в стране, очень много турниров ярких проходит, и, ну, вот как-то получилось 1-2 раза, и все, меня понесло в эту индустрию. Это не сложно, вот там 2 спортсмена, и как-то я смотрю, иногда там они дерутся, там Да. друг друга там матерят, и вы там стоите. Это какая-то уличная драка уже. Да, как уличная, да? Ну, и вы между ними стоите, все, успокойтесь, что там такое? Не, я ухожу, потому что моя задача вот объявить вот этот нокаут, все, и они начинают драться, и я туда ушел, все, там уже это дело рефери. Но... Нет, я видела недавно, как вы это во время взвешивания, наверное, было. Там А, бывает такое, ребята начинают, ну, накал страстей, они начинают что-то на эмоциях драться или что. Ну, я-то, с другой стороны, не переживаю, у нас есть охрана, их охрана растаскивает. И опять же, ребята, ну, все адекватные, понятно, бить нас не будут. Но мы крепкие тоже, ребята, нас можно и бить. Да. А еще вот в каких вы турнирах участвуете? Самый популярный? Вот только сейчас к вам приехал с чемпионата Республики Казахстан по ММА из города Караганды. Замечательный город. Вообще, мне так понравилась Караганда. Я был как-то там, но ничего не понял. Я был буквально несколько часов, тоже мероприятие отработали, тут же уехали. А сейчас я был там, сколько, 2, наверное, 3 дня. Ой, Караганда, супер, не знаю. Мне зашла. Да? Мне Понравилось? понравилось. Холод классный у них такой, не как у нас здесь. Спасибо, что сегодня приехали. Еще вы оттуда приехали. Прилетели и сразу ко мне. И сразу к вам. Да, Вот, спасибо сюда большое. сели прямо здесь. Вот. Да. А вот в КВН как вы пришли? В каком году? Сейчас год, я, честно говоря, не помню, но КВН... Я, как и говорил, я больше, наверное, какой-то творческий человек, чем я там спортсмен или еще кто-то. В университете начал играть в студенческой лиге, и потихоньку мы играли там какие-то студенческие мероприятия, потом там мы состояли в лиге КВН. Я вообще сам из Кыргызстана, и вот лет, наверное, 12-13 уже живу в Казахстане. И, ну, начинали там, получается, Лига КВН Кыргызстана, играли, какие-то внутренние у нас были кубки, и потом ездили в Сочи. Вот. Александр Васильевич Масляков, когда еще вот покойный был жив, да, ездили вот туда. Ну и, в общем, как-то меня это закрутило. Я еще сам учился там, получается, на журфаке. И мне все это было интересно, такое творчество, вот эта студенческая движуха.
Ну и все. Вот КВН. КВН, да, мне, кстати, вот этот вот толчок, пинок, наверное, и дал, что как-то я вот стал в юморе потом, ведущим и так далее. Потому что так посудите, очень многие ведущие и творческие люди, они пришли из КВН. Вот. Конечно, это хорошая школа. Да. А вот вы еще не только ведущие, вы и мероприятия ведете? Там у Да, вас да, да. свадьбы. Свадьбы, юбилей, дни рождения, Юбилей, все что всё, угодно. да? Сауксер, О, а Шильде какой у вас хана. гонорар? О, сразу так. Гонорар? Можно говорить про гонорар? Да. Серьезно? Можно? Нас Если налоговая служба Мгм. смотрит. Нет, кстати, я налогоплательщик, все нормально, я Да. отчисляю, да. А СМС вам не пришло? Вот. 1414. По поводу? Ну, сейчас наших А, блогеров все. Нет, я, видимо, это блогеров. Это Ну, знают, плюс кто сколько и... там где-то, наверное. Ну, вы не берете Нет, у нас рекламы, там нет? мы так по-скромному, аккуратному работаем. А как вы зарплату в Намаде получаете или как вам? Вы договариваетесь там, или Ну, у у нас вас или контракт, договор, контракт, да? да, просто договор, контракт с лигой. Вот, это такие контрактные соглашения. Кстати, вот вы были в журнале в 2014 году. Журнал One Mac, One он, по-моему, Mac. сейчас уже не выпускается, да, на Вы территории? лицом были Ну, на обложке мы на появлялись. обложке, да? Просто у нас была такая компания, мы тогда работали вместе в творческом тандеме. Такой тоже есть ведущий шоумен Александр Шумский. Мгм. Мы с ним работали, и мы с ним выпустили клип. И у нас была такая-то этапная. То есть мы выпустили клип, и после этого клипа буквально через неделю мы и в журнал зашли на обложку, чтобы так Супер. пошуметь. У нас так было, так сказать, стратегия маркетинговая. Вот. А клип у нас так пошумел, у нас была такая идея. Вот с Да. Розой Рымбаевой. Да, Роза у нас. Рымбаева. Это была пародия на песню Тимати GQ. Я не знаю, кто видел, не видел. Там «Настоящий джентльмен свеж», там GQ. А мы сделали про Бешбармак песню «Настоящий Бешбармак свеж». Вот. И пригласили туда наших звезд казахстанских. Вот. Ну, классно он залетел. Тогда еще не было такого, чтобы кто-то снимал пародии, какие-то клипы, там еще что-то, да, вот так вот на уровне блогеров. И это очень круто залетело. И это даже Тимати там у себя в Москве, ну, там в России репостил, что-то писали. Но и мы нарвались тоже на хейт, потому что он как бы присутствует, там начали что-то писать, вот, что вы там... И у нас как-то все это сразу, весь энтузиазм пропал, что-то дальше продолжать в этом. Но мы такие думали, ну ладно, чтобы никого не задеть, ну мало ли. Вот это сейчас вот люди, да, делают, вот вообще такие вещи делают, что люди даже, кто-то одобряет, кто-то это, и вот тогда вот было другое, мне кажется, время. Ну, тогда было сложнее, да? Сейчас вообще легко. ТикТок выложил, и все. Ну да, сейчас даже плохой хайп, он считается хайпом, да, то есть это все равно какой-то буст для твоего там медиапространства, да, а тогда это было, что-то там, главное, что плохо, что-то не говорили, Да, мы ну сразу раньше, конечно, вы так трудились, а сейчас все легко, доступно. Сейчас все легко доступно, да. Так, Давид, ты хочешь казахский язык выучить? Все, я тебя буду учить. Каждый день буду к тебе приезжать. А ты Ну будешь реально, мне готовить. я люблю беж Да? и хочу выучить казахский. Вообще считаю, казашки одни из самых красивых женщин на Да? планете. Ой, вот. Правда. Құлақтарына алтын Не, сырға это бізді. правда на самом деле. Ну, я к тебе буду приезжать, казахский учить, а ты мне будешь готовить Я буду шарлотку Шарлотку. яблочную с корицей. а я тебе, Курсы, фишбармак буду курсы, готовить. ой, фишбармак это вообще, это же чисто такая актауская, трауская, да, Есть же тема? сатрау. Да, я пробовал фишбармак. Я был в Атрау раз только, но мне сразу удалось попробовать фишбармак. И мне он очень понравился. Я не знаю, кто-то говорит запах, еще что-то. А я Нет, люблю нет, рыбу. Рыба полезная. Тем более, она же осетрина же Бульон делается. вообще это номер один. А вот, Давид, спортивная индустрия у вас как допинг, коррупция? Коррупция. Ну, смотрите, коррупция. Ну, тут, наверное, не те деньги, а не тот уровень, мне кажется, что как бы в тех промоушенах, в которых я работаю, ну, абсолютно там нет никакой коррупции. Коррупция, в смысле, какие-то, вы имеете в виду, наверное, договорные бои, да? Чтобы там договорить? договорные, Нет, да. такого нету. Нету такого? У нас в Потому Казахстане что, нету. ну, может быть, есть где-то, вот вы говорите, у нас в Казахстане, я не могу за всех говорить, но
Где я работал, я этого не видел, чтобы были какие-то договорники, да, там, мне кажется, ну, это когда большие деньги, действительно, какие-то прям вот там, ну, очень в мировом боксе бывает что-то такое, когда прям там, да, и есть договорные матчи еще. У нас, думаю, ну, не знаю. Я при этих делах не присутствовал, поэтому я не могу ничего сказать. А насчет допинга. Допинг, во-первых, нет нигде допинг-контроля в лигах, да, то есть спортсмены могут что-то делать. Да. Но, опять же, это же разрешенные есть препараты. И спорт высоких достижений, он невозможен без допинга. То есть люди, когда делают какие-то показатели, достижения, это же выше человеческого организма, то, что вот делают спортсмены профессиональные. Мы вот с вами так, ну, не сможем жить в таком ритме, как они. Это же совсем другая жизнь. Поэтому принимаются какие-то, это, ну как, это называется так страшно, допинг, а это просто препараты, такие БАДы, витамины. Вот, это уже можно считать допингом, да, просто они профессиональные, не такие, как мы там омегу, да, попиваем там или D3. Вот, у них там другие препараты, более профессиональные, но это разрешенные препараты. Вот. Есть, конечно, которые в реестре, но это определенный реестр составляется, какие запрещенные препараты, но, опять же, я не слышал, чтобы у нас здесь какие-то скандалы там были за счет этого. Да, в мировой практике это бывает. Вот. У нас... Понятно. А вот я еще вас видела в телевидении у Арманджана Байтасова. Это когда я сюда приехал, да. Я когда сюда, получается, приехал, В я каком году? работал. Это было где-то 2000, может быть, 10 или 11, что-то такое. Может, 12. Я не помню точно год. Но да, я здесь работал на телевидении у Арманджана Мерикевича, вот телеканал ТАН. Да, я вел утреннюю программу там. Ну, у меня был опыт, я и в Кыргызстане, в Бишкеке вел подобную программу, и сюда приехал, начал вести вот эту программу. Очень классно было, хороший опыт здесь получил. И потом дальше я пошел там на телеканалах, еще там на Хабаре работала одна была программа здесь у нас, и на КТК. Было пару проектов. Ну, в общем, в какой-то момент я все-таки перестал этим заниматься, потому что это требует там полного поглощения, очень много времени. Да. Вот. И плюс я же еще вел как ведущий просто. Я просто не смог прям совмещать это все. И, в общем, в какой-то момент я просто перестал работать на телевидении. Давид, ты был на обложке One Mac, а сейчас на какой обложке хотел бы быть? Не знаю, на обложке Forbes хотел быть. Forbes? На обложке Forbes, да. Как-то вел я мероприятие Forbes нашему. Какое-то, да, мы там, в общем, у нас была определенная договоренность, я веду, а потом могу, ну, там бывает такое, да, там что-то потом разместить, так вот, если бы меня туда разместили на обложку, было бы классно. Но если бы мне сказали, что у меня доход какой-то большой, то это уже все, наверное. Потом было бы 14-14, приходит сообщение. А это фейково, у меня ничего нет, да, например. Да, это было бы, конечно, обидно. Но на Форбсе, я не знаю, там на обложке Forbes прикольно где-то засветиться. Ну, пусть будет так. Будем визуализировать. Сейчас же, кстати, все вот через визуализацию делается. Если раньше мы работали, если раньше люди прям пахали, добивались что-то, учились, я не знаю, вот это вот до сих пор у нас есть приступ, вот этот вот синдром самозванца, что мы что-то не знаем, не умеем, мы продолжаем учиться, то сейчас нынешнее поколение, оно просто что делает? Визуализирует. Все, мы просто визуализируем. И сейчас не то, что нынешнее поколение, даже все люди нашего поколения, они сейчас все прокачанные. Мы сейчас отработали все детские травмы, отпустили обиды на родителей, да? Да. А что вы советуете, чтобы стать, как вы, телеведущий, молодым? Я думаю, сейчас мало кто хочет стать телеведущим. Сейчас вот телефон положил в карман, да, вот и ты уже телеведущий. Мне кажется, сейчас вот все заключено вот в этом маленьком телефончике. Весь мир туда. Мне кажется, уже никто не хочет быть там телеведущим, потому что сейчас телевидение это, мне кажется, не модно. Да. Хотят все быть крутыми в ТикТоке, Ага. в Инстаграме. А вы в ТикТоке снимаете видео?
Я раньше снимал, во время что-то после пандемии делать было особо нечего. Дома я там что-то снимал, выкладывал видосы. И, ну, неплохо так стрельнула у меня страница. Там 1100 у меня подписчиков. Там очень хорошие были просмотры. И, ну, это же регулярность, это же тоже работа. Надо же понимать, я это делал ради фана. И потом в какой-то момент я перестал это делать. А самый больше просмотров у вас? В ТикТоке? Да. Ой, я не знаю, ну, может быть, под 1 миллион есть видео, которое там набрало. Вот. А так, ну, просто хорошо набирали. Там у меня все там такие видео, наверное, от 60 до 200 тысяч. Вот так. Все видео вот примерно так вот набирали. Актив хороший для 100 тысяч. Но в какой-то момент я прекратил этим заниматься. Потому что времени нет. Да не знаю, что-то разленился, и все, и давай. И все. А сейчас что-то выкладываю, уже все. Сейчас надо страницу, мне кажется, новую создать, просто что-то там делать. Почему? А обновить нельзя? Ну, что-то не залетает там уже ничего. Да, актива нет уже, алгоритмы все сбились, это же так вот все. Тогда заново надо, да, открывать? Все заново надо, да, ежедневно, вот это все. Я что-то с чем-то стрельнул, с каким-то... я сделал, с чем я стрельнул, я сделал авторский звук. Был такой звук во время коронавируса, помните? Не корона, бро. Нет, не корона, бро. Да. Точно не корона, бро. Видели да. такой звук, да, в ТикТоке был? Это вы? Нет, это не я, а я сделал другой звук. Я не знаю. Мы просто прикол сделали. Типа я стейк режу, и мне приносят стейк, и я такой, не свинина, бро? И там, не свинина, бро. Точно не свинина, бро? Не. И на этот звук очень многие начали снимать. И за счет этого я так бустанул свой ТикТок. Мне еще, я где-то ввел мероприятие, и это пришел в ресторанчик после мероприятия снять это видео. Я попросил парня, говорю, подай мне просто стейк, пожалуйста. Он так не хотел сниматься, говорит, нет. Потом, короче, снялся, и это видео стрельнуло, и он мне, короче, пишет такой, привет, меня теперь все узнают. И я такой, все нормально. Супер. И после этого как-то там у меня в ТикТоке началось. А у вас YouTube-канал есть? Ой, это еще сложнее. YouTube-канал есть, но там тоже 3 надо, подписчика, все мои дети. А почему вы не хотите продвигать? Я очень хочу миллионный YouTube-канал, очень хочу. Но, к сожалению, это же надо работать. Если тут Инстаграмом ты заняться никак не можешь, да, там, что выкладывать. Нет, почему? У вас очень интересный Инстаграм. Это я его еще сейчас привел в порядок. Вы не видели раньше, да. Раньше было, конечно, у меня там... Мне говорили, ты ведущий или ты боец? Кто ты вообще? Ну, да, я тоже так. У меня там, потому что были одни какие-то бои, мои тренировки жесткие. Ну, все что-то такое, не понять. Вообще никто бы не зашел бы и не сказал, я хочу, чтобы он мне свадьбу вел. Ну, ни одна невеста бы не сказала так. Да. Мне кажется, это очень как-то креативно было бы, если бы... Но зато на любой свадьбе, если вдруг случится драка, я могу ее красиво объявить. А вы женаты? Я нет, не женат, но у меня есть дети. Как? Вы не женаты? Представляете, У вас бывает, есть дети? Да, бывает такое. Вообще не женились? Ну, я был женат. Были? Был женат, развелись? Да. Такое бывает. А сколько детей у вас? У меня 3. 3? А они в Казахстане? Или... Нет, они там, в Кыргызстане живут. Да. Но они сюда часто приезжают, им очень здесь нравится. Впоследствии, может быть, переедут. В Алматы? Да, очень хочу, чтобы они учились сюда, здесь. Да, здесь? Да. А вы хотите, чтобы в Казахстане, да, дети ваши учились? Ну, мне хочется сюда, по крайней мере, чтобы кто-то из них приехал сюда и учился здесь. А ваши родные все? Все там, да. Ну, здесь тоже есть дальние родственники, но не прям близкие. А вот в Кыргызстане, мне кажется, мероприятия, вот то у вас очень много? Очень много тоже. Очень много, да. Ну, что здесь, что там. Вообще люди нашего, так сказать, региона, они очень любят проводить какие-то мероприятия, да, очень любят отдыхать. И как бы не жалеют на это ни сил, ни средств. Да. Ну, конечно. Вот. У нас с таким размахом делаются мероприятия. Ну, я там была, меня как-то приглашал депутат один. Я у него выступала. Где, в Кыргызстане? В Бишкеке. Да, там очень классные Да, мероприятия. очень классно. Да. Давидке қарап енді басмайналап отырып қымбаттыларым деп. Давид, скажи, пожалуйста, а самая такая неловкая попытка у тебя в прямом эфире, либо на мероприятии, вот самая, которую ты запомнил, и тебе так стыдно? Стыдно? Нет, стыдно не бывает, что прям, да, такого. Но очень часто
что-то происходит, потому что если там на мероприятиях окей, когда ты ведешь там частные мероприятия, ну сколько там, 200, 300, 500 гостей, это в принципе там же и остается. Ты провел, даже если что-то там произошло, ну и все. А если это прямой эфир и смотрит там как минимум наша страна, а есть еще и там страны Центральной Азии, есть эфиры, которые там уходят там на Россию, и вот там бывают какие-то ляпы, это, конечно, да, расходится очень много. Где? Прям самый такой я не могу вспомнить, может, она еще будет. Да, Пусть и будет. вот, ну, блин, без этого не знаю. Тут просто как выкручиваешься в этих ситуациях, да? Да, у меня был такой, у меня этот, кстати, в Инстаграме есть этот небольшой ролик, я сделал, он там 2,7 миллионов набрал. Да ты Да, что? просмотров. В Инстаграме? В Инстаграме есть, да. Когда я там, получается, брал интервью после боя у одного бойца, я говорю, ну, расскажи там, поделись эмоциями, как там все. А он проиграл, И вот. и он начал жестко материться, прям. Да. И он начал материться, потому что его победил борец, а он боксер. И он начал материться, типа, что вы, говорит, в ноги сразу прыгаете, и матом просто начал разговаривать матом. Ну, он такой хороший пацан, но на эмоциях. Ну, я микрофон убрал сразу и ему объяснил, что это прямой эфир, давай выражаться цензурно, если будешь цензурно, мы продолжим. И вот, но... Опять же, это уже не вырежешь, это везде разлетелось. И вот, ну, казусно, да. Тут, мне кажется, не растеряться. Бывает еще бойцы на эмоциях говорят какие-то... Вот к нам приезжали там иностранные бойцы, они там затрагивают какие-то там политические. А спорт, он же, ну, вне политики, вне религии, там, вероисповедания. Это же спортивные мероприятия. Мы как бы к этому и никакую окраску не даем. Это вот совсем другое. А некоторые бойцы просто на эмоциях тоже представляют ту или иную страну, берут микрофон и начинают что-то говорить. Тут тоже вот момент надо понимать, когда... Поэтому вот никогда ведущий в ринге не отдает микрофон. Никогда не надо отдавать микрофон. Всегда держишь. Даже бывает врывают, я держу. Вот так они вот... Такое? Типа, А, да, кстати, прям у вас вот так в наглую. недавно... Я держу. Недавно же был бой Расул Да, Мирзаев и... Жуман Жумабеков. Жумабеков. Да. Вот был недавно бой. поединок. И ты... Как все прошло? Расскажи. Для тебя это вообще был... Ты классно. ожидал? Классно все прошло. И турнир такой был хороший. Там не только Расул и Жуман дрались. Там много знаменитых и наших. Очень много классных ребят дралось. Вот кто в теме, тот, наверное, знает. А бой Жумана и Расула, ну, такой хороший, предсказуемый. Я, честно, так и думал, что наш атлет победит. Вот. Но Расул, как правильно Жуман сказал, в лучшие свои годы там бы всех бы уложил бы. Да. Что-то он там очень много говорил, я видела. Кто, Жуман или Расул? Жуман. Жуман, да. Нет, там уважение, там не было никакой у них грази, все было классно, но уважение, да. Просто Расул, он очень, очень выдающийся такой спортсмен, очень знаменитый, популярный спортсмен. Просто в определенный момент у него произошли там, ну, обстоятельства жизненные, там, и он ушел из спорта. И вот сейчас возвращается. Но уже и возраст берет свое, знаете, ему там 39 лет, а 39 лет уже на высоком уровне уже сложно выступать. Вот. Ну, Жуман тоже не молодой, но моложе. Да. Вот. Вы были на боях когда-нибудь вживую? Конечно. Да? Да, я была. Как вам нравится? Я обожаю. Что вам больше там нравится? Просто Мне многие девушки говорят, я не люблю видеть кровь. Или там же бывают же жесткие моменты, там да, я вообще, бывают нокауты падают мы ребята. с вами в одном в зале тренируемся. В файт-клабе. В файт-клабе? Да, я тоже на бокс хожу. Но сейчас месяц уже не хожу, потому что очень много съемок. Ну вот сейчас буду теперь ходить заново. Что я хотела еще Привет спросить? тренеру моему. Да, привет. Тима, привет. Давид, а ты в шоу-бизнесе с кем так близко общаешься? Может, не... Вот из кого? Из, в смысле, прям таких звезд наших Казахстана? Я многих знаю, вот прям знаю многих. Близко вот. Близко, вот, наверное, ни с кем, потому что я в целом не очень часто, наверное, посещаю такие мероприятия, где собираются там наши звезды, вот эта вся тусовка шоу-бизнеса.
Не знаю, Какой как-то... молодец ты. А, Вообще даже, серьезно? да? Мне все говорят, почему ты этого не делаешь? А Типа, как-то ну, я вот в Инстаграме смотрю и думаю, вот он тусовщик. А вот на самом деле, тусовщик, да, да. Нет, на тусовщик. самом деле нет. Я вот не хожу по вот этим мероприятиям, которые Мгм. организовываются, где звезды, все, да. Мгм. Я не знаю, почему. Ну, я не скажу, что я в плохих отношениях с кем-то, или там я не Мгм. вхож в эти круги, но... Ну, у тебя времени нету, наверное, Да и не то, потому что что, да? времени, я вот какой-то больше, наверное, я этот интроверт, да, М, говорят. Я больше люблю вот один находиться Да? где-то, что-то, куда-то. Сейчас у меня новый вот Ты прикол, один живешь? прикол, да, я Да? на горельник М, хожу с утра, вот, в Ну, горы я и в видела, 6 да. утра, Я вот, не мне пропускаю прям, твои сторисы. да, вот. А я летом хожу, кстати, Летом, туда, но да. я тоже планирую летом ходить, Мгм. начал вот сейчас пораньше, Мгм. и вообще сколько жил здесь, Мгм. я никогда не ходил туда. И вот сейчас меня ребята вытаскивают, я Мгм. хожу, и я вижу, это просто замечательно Да. там. Просто, ну, я Ну да, словами ну не могу вообще, даже да, когда ходишь. сформулировать это все. Мгм. Как это круто здесь все. Надо ездить, ребята, если есть возможность, Мгм. пожалуйста, выезжайте за город, ходите в горы. Это кайф. Просто поймайте эту волну, поймайте это настроение. Это Да. будет вас... Серьезно, после гор внутри, Мгм. отличное выражение. Мгм. После гор внутри у меня какой-то оптимистический Да. настрой к жизни Мгм. просыпается. Вот эта вся депрессия, Вообще, да. И это, да. ну, ты, наверное, смотрел, я тоже смотришь, наверное. Но я летом часто вообще не пропускаю каждый день горы. И такая сама да, себя рекламирую, тоже спорт. Ну, тебе надо создать клуб. Клуб У тебя, создать. смотри, ты популярный, во-первых, да? Ой, Вот да тебе нет, нужно, нет. вот типа как один мой хороший Мгм. приятель создал такую тему «Фактор Мотивейшн» Мгм. Сергей Кожевников. Мгм. И они каждый вторник с утра ходят на горельник. Он сначала один ходил, один, потом там один, третий присоединился, потом с ними там, я не знаю, по 100, А по я не 200 могу человек так, ходило. когда много. А, ты не любишь? Я не люблю. Я люблю одна, либо, наверное, И на машине туда, да, на подняться. машине. Нет, 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 на машине нет. Вот. Давид, а вот ты не женатый, Так. у тебя родные в Киргизстане, а ты сам в Алмате один, Мгм. и у тебя даже девушки нету? Ну, Не предупредили. Личные вопросы. Я сразу ну, вы смущаюсь. можете не отвечать, Я сразу да. смущаюсь. Личное я предпочитаю оставлять на личном. Я Мгм. не люблю Мгм. рассказывать вот эти вот, Ну, не знаю. ну, кто вам готовит? Вы Ну, во-первых, я готовлю. Если я что-то хочу, я Мгм. могу все сделать себе сам. То есть Мгм. я такой, я как солдат Мгм. универсальный, абсолютно приспособлен к жизни. Мгм. Вот. Это все спасибо моей маме. Она Мгм. нас такими воспитала, что мы не зависим там ну, не надо, чтобы кто-то был и что-то Мгм. тебе делал. Мгм. То есть я все сам могу себе делать. Во-первых, если я хочу что-то домашнего поесть, я могу, в принципе, все что угодно. Мгм. Я шарлотки яблочные пеку. Ну, Да вы что? вот. Так что, а если что-то где-то питаться, то, ну, сейчас очень хорошо Ну, развито все эти я, кофейни, рестораны, вот можно питаться хоть где. То есть, ну, вот питаюсь где-то что-то. Ну, я в еде такой тоже консервативный, мне там не надо каждый Мгм. день что-то. Я могу ну, я, наверное, очень долгое время на одной и той же еде сидеть. Вот каждый день одно и то же есть. Да вы что? Это диагноз какой-то, наверное, уже. А я вот гречку люблю. Вот я гречку, но я ее переел. Переели? Переел я ее гречку. Но я ее очень долго ел. Просто вот гречку. Вот. Просто всегда была гречка. Да. А вот скажите, у вас в Киргизстане кто самый популярный певец, либо Дело в том, что я, опять-таки, я как бы уже здесь живу, да, и там я в уже. Кыргызстан, если приезжаю, то у меня там Мгм. мама, дети, и я как бы там туда к семье, да, Мгм. езжу. И, честно говоря, особо я там, ну, не ориентируюсь вот Мгм. сейчас там по новым местным звездам. Мгм.
Ну, я знаю, что я вот в приятельских отношениях был с Мирбеком Атабековым. Я не знаю, здесь его тоже очень любят. Да, он Вот. композитор, Он да? и композитор, и автор, он все сам и пишет. Вот. Сейчас вот не знаю, насколько он там выступает. Он то в Америке был одно время, то и там потом. Сейчас не знаю, где он, мы прям не на связи. Но в целом мы в таких хороших отношениях. Вот он, ну, мне его песни нравятся, честно говоря. Он Вот очень такие хорошо пишет, да, кочевые, и классные, они очень мелодичные, звучные. Я даже могу не понимать песню, но если у меня откликается вот в сердце вот музыка, и я прям вот кайфую. Вот. Он, еще кто из популярных, Улук Манапа. Да. Я его лично не знаю, но он как-то на турнире выступал, тоже у нас там читал, выводил бойцов. Вот он такой яркий тоже, да, представитель, наверное. А вот вы сейчас только телеведущая. Хотите, вы вообще снимались в сериалах, фильмах, либо хотели Так, я бы? где-то снимался, я уже Да? не помню, в каком-то сериале я снимался, какая-то роль была, тоже сериал или... в фильме я Фильм, снимался, да? фильм. Ага. Вышел такой фильм, кстати, вот Лига Октагон выпускала, так и назывался фильм «Октагон». Был сериал, а потом сделали метр. Я там играл самого себя, ринг-анонсера, я там объявлял бойцов. Вот. И еще когда-то где-то я что-то там в какой-то эпизодическим таком... Вот это я. И мне еще кто-то пришел когда вот «Октагон», где я там ринг-анонсером, там за весь фильм я появляюсь, по-моему, 6 или 7 секунд. Я просто объявляю, там показали меня. И мне кто-то с кинотеатра скинул этот фрагмент. О, смотри. И я прикалывался, думаю, а представляете, я бы, ну, типа, я снимался, я привел бы там семью, там, маму посадил бы, там, детей, и сейчас будем смотреть. И вот мы сидим 2 часа смотрим, и там 7 секунд. Такое вот я, да. Вот я. Можно перемотать еще раз. А сейчас не хотите куда-нибудь? Ну, у меня он да? есть, я вам потом покажу после интервью этот Ага. фрагмент. Да. А сейчас вы как-то не стремитесь к этому, чтобы стать Не, я бы хотел, актером, но да? это надо, это же не просто так. Вот, мне кажется, надо, во-первых, какая-то кастинг-студия должна быть там, наверное, надо, чтобы ты был Ну, в это базе данных. сейчас, да, вот вы можете сходить в студию. Сейчас я хочу, если кто-то видит, продюсеры, режиссеры, если вам нужно фактурное лицо, вот такое. Вот. Но Затылок не очень у меня, но сзади зачем сниматься. Вот. И, пожалуйста, приглашайте. Еще в рекламе хотели меня снять. да, в каком? Молока. Мол- Реклама молока. А, Ну, молоко. там должна была быть реклама, она здесь должна была крутиться и в Грузии. И именно чтобы я на грузинском, в Грузии, на том рынке с моим лицом там крутили. Но что-то пошло не так, и все. Я думал, я хоть на молоке как-то стрельну. Ну, пусть будет. Раскрутился на молоке. Не получилось. Давид, а вот скажите, пожалуйста, вот как мы задавали этот вопрос в Намат, как попали? Я не задавала В Намат, как бы, не знаю, я просто пришел к ребятам, сказал, я хочу вести Намат. Да? Да, после... Просто так пришли? Кому Ну, пришли? я уже был ведущим боев, я вел до этого ММА, и я пришел вы пришли к к ребятам. Как пришел? Ну, я сначала, я в Намат уже пришел с опытом. Сначала я работал и работаю в Лиге Октагон, вел там ММА, бои по правилам ММА. И это другая лига, именно по боям по правилам ММА. Они дерутся там на руках, в перчатках, в таких вот не боксерских шингертах. И у них были съемки турнира, и не было ведущего. И я об этом услышал, просто пришел, говорю, возьмите. Они говорят, ну, давай попробуем. Вы, Вот, наверное, в спортзал попробовали. приходите, и там вас видят все там бойцы. О, Давид! Ну, да, видите, я в этом плане, я не просто веду эти, Да. а я даже со многими с ними тренируюсь, в жизни общаюсь. Да. Вот больше, наверное, я не в шоу-бизнесе со звездами общаюсь, а больше с нашими какими-то спортсменами, там очень популярные есть спортсмены, вот, и с ними, наверное, буду. Вот я с этими звездами общаюсь, больше со спортивными звездами. А кто для вас пример вот из спортсменов? Кто вам больше? Пример прям, Да, не такой знаю, вот, я не или знаю вы вообще. фанат? Ну, фанат, я в детстве смотрел фильмы Брюса Ли и Жан-Клода Ван Дамма, если вы знаете да, этих конечно. вот ребят. Вот Жан-Клод Ван Дам — это прям, конечно, кумир моего детства, 100%.
Брюс Ли, да, безусловно. И вот Жан-Клод Ван Дамм. Он как-то должен был приехать сюда на турнир на один. Одна лига промоушен делали турнир, и они его в качестве специального гостя хотели пригласить сюда, в Казахстан. И я думал, я пойду туда обязательно. И все там. Кстати, вы знаете, что он в ТикТоке в прямом эфире сидит? Да? И он батл. А что он там делает? Да? Что за батл? Ну, вы не знаете в ТикТоке батл? Я вообще в ТикТоке да, не сижу, да. Там, получается, получают подарки. Мгм. Ты сидишь в прямом эфире Мгм. и дарят подарки, да? И за счет этого они зарабатывают. Да. Ну, то есть надо... Ну, это получается, кто-то сидит, и они там... Ну, я никогда не думала, что такой известный актер Да. будет сидеть в ТикТоке. Ну, может, он поднимает на этом сейчас нормально, я не знаю. Может быть. Ну, это Жан-Клод Ван Дамм же. Ну, Никто попал. Я бы ему тоже задонатил. Розочку. Розочку? Розочка от Розочку. Давида Арбеляни из Алматы. Да, он бы Да. сказал, о, это тот самый. Ну, вот. С ним бы фотку бы я хотел. Ну, вы чем-то Пока похожи, что мы ли? все живы. И Да? он, и я. Вы чем-то с ним похожи? С Ван Даммом? Что-то О, есть, да? я могу Давид, танец танцевать да. потом. как. А вы вот в будущем будете продолжать вот это вот Да, я свою хочу карьеру, развиваться. да, Я хочу развиваться именно в теме вот этой спортивной тематики, в тематике анонсирования поединков, кейдж-анонсер, ринг-анонсер, то есть ведущий спортивных мероприятий, боев на арене. Ну, как вот UFC, как Да, да. ведущего зовут? Брюс Баффер. Да, Мгм. так? Примерно. Ну, Такие? примерно, да. Ну, очень известный, да? Такой Это лучшая лига мира, конечно. Ну, то есть, если бы там ведущий в лучшей лиге мира априори известный. Там, ну, Брюс Баффер очень крутой. Он как бы родоначальник всего этого, наверное. И его брат Майкл Баффер. Давид, скажи, пожалуйста, а вот в Намаде ММА только ты такой телеведущий? Я больше не видела. Не-не, Ну, я совсем недавно начал этим заниматься, буквально, Недавно? ну, Ну, я 2-3 тебя года. часто... Ну это не недавно. Это вообще не срок для боев. Да? Мгм. Потому что есть здесь, насколько я знаю, по-моему, даже Нурлан Абдуллин вел какие-то раньше события спортивные, по-моему. И есть очень популярный у нас Арман Мамынов от комиссии профессионального бокса, да. То есть он вообще на уровне ведет. Твоя Очень на фишка, крутом. когда ты начинаешь бой. Бой моя фишка. Моя Вау. фишка не запнуться. Да, я Ты думаю, еще как бы как-то не так запнуться. необычно там кричишь Да? или орешь. Я- Вау, что ты там такое говоришь? Что тебе? Что-то там, вау, сегодня, что-то там. Ну, Да? ну, Так необычно? да? Это ты сам? Так, или... Это все GPT. Это все чат GPT. Не, ну, что-то сам, что-то где-то смотрим, под нас переделаем. Мы даже ищем какую-то фразу. Вот у меня тоже есть товарищ, он, получается, он ведет в Лиге Найза, Рауан Дулат, тоже очень классный анонсер. Вот. И мы с ним ищем какую-то фишку, как вот у этого, у Брюса Баффера, например, он же говорит «It's time». Ага. И мы не знаем. Ну, у думали. тебя тоже какая фишка есть? Я 3-4 раза, когда на Если бой ты ее приходила, услышишь, пожалуйста, скажи, потому что, может быть, я ее говорю и сам не знаю, а это выглядит как фишка. Видишь? Құрметті Но это мы говорим, ты. это не фишка, это казахский уже. И- Но ну, знать и казахский это гости, фишка да, для ну, меня, по крайней мере. Вот, да, ну на казахском, когда я что-то говорю, это классно. Қазақша всегда. неше сөз білесіз? Я очень стесняюсь ответить, Да? ну на самом деле, потому Хотя что бы я... бір-екі сөз айтып жіберсеңіз. Бракисюс. Я на самом деле боюсь что-то неправильно сказать, Да? и мне вот это вот, потому что бывало, я что-то говорил, мне говорили, ну, посмеялись, там, что скорее не так, ну, и я надо. после этого такой Да? чуть, да. Это Но я как- учусь, я занимаюсь, у меня хороший преподаватель, я к ней хожу. Давид, такой вопрос. А у тебя был такое время, когда вот стресс, депрессия, вот как ты боролся этим и когда это тебя? В Ничего каком себе. году? Такие разные вопросы. А что за фишка там? Да. Что насчет стресса?
Стресс был, конечно, у каждого Да? человека был стресс. Скажи, Боролся в я. каком году было или В вообще каком году? из-за Я чего? год не помню. Ну, не Шел, знаю, ну, наверное, именно личный или профессиональный какой-то? ну, Какой именно? Какой сказать? Ну, личный, личный, болючий такой. Ну, наверное, развод был да? такой, да, потому что это всегда Для болючее. мужчин, да? А вот для мужчин, а для женщин это не болючее, да, значит? Какие вы? Ну, Вот такие, ну да, мы вы? женщины То есть сильные. мужчины, Мужчины, походу, они... страдаем только мы, Мужчины... и вам, Нет, вам от этого кайфово просто, да? Мы нет. страдаем, для него болючий развод. А ты такая, а для меня он уже не болючий. Я на Бали полетела. Нет, нет, И нет. вообще мне мой тренер по фэншую сказал, что ты меня тянешь вниз. Нет, И все. вообще-то мужчины, они как дети, они такие сладкие дети, их вот мама так нянчила, и мой Да, бэйби, да. малыш, и они, для них это очень тяжело, мне кажется. Но для женщин, мне кажется, чуть-чуть легче, потому что женщины, они старше, Своего внутреннего психологического возраста, да? возраста, да, на 10 лет, я думаю, и из-за этого как-то и больше не с мамами, а с папами, наверное, девочки, и как-то их вот Э, папы. Не знаю, мне кажется, здесь, ну, вопрос родителей это, ну, не знаю, я бы не сказал, что меня мама там Да. сюсюкала все Ну, детство. Нет, такого тоже не было. Мать вообще работой была занята. Я там учеба, я еще сам дома там много чего делал. То есть я не залюбленный там матерью, чтобы она там прям, вот ты мой. мгм. Нет такого, там другое время было. Нет, я просто много очень слышала, вот мужчины после развода на сильную депрессию падают. Ну, и женщины, ну, просто женщины, они эмоционально, не то что взрослее, они сильнее внутри И не эмоционально. показывают. Может, показывают, может, не показывают, да, я вот это не знаю, но вы эмоционально просто сильнее. Мужчина эмоционально слабее, и поэтому где-то не может с собой совладать, многие что-то пить начинают, что-то еще, вообще превращаются не понять во что. Просто надо себя в руки брать и принимать такие правила жизни. И, как я говорил, от этого нет какой-то таблетки Мгм. или какого-то слова. Нет такого, Мгм. что ты что-то выпьешь и станешь, тебе полегчает. Это внутренне, просто надо переболеть, пережить это, Мгм. выстроить отношения. Не надо, опять же, если разводятся люди, я не знаю, разные бывают причины. Мгм. Ну, надо всегда сохранять какие-то такие Почему? человеческие отношения. 100%. Мгм. Воевать никогда нельзя. Да. Это плохо Почему вообще. сейчас разводов много? Мне Как кажется, ты институт семьи просто уже устарел, как он вот есть в старом формате. Сейчас же мы же все, уже жизнь такая по-новому идет, как бы все меняется, все, даже взять музыку, да, Мгм. какая была там 100 лет назад и сейчас какая, да, это разное звучание. Машины какие были, да, там еще Да. что, одежда тоже, да, Мгм. там, ну все, телефоны у нас какие, да. Мгм. Также и институт семьи, мне кажется, была одна модель, Мгм. и эта модель не трансформировалась, она никак не менялась. Она вот просто до наших дней дошла в таком же виде. И за счет этого, мне кажется, очень многие проблемы еще происходят в парах, да, Мгм. вот. Мне кажется, надо как-то проще относиться, быть больше... Ну, я, по крайней мере, знаю, как для меня. Мне Мгм. надо, и мне комфортно было бы. Мгм. Вот. Ну, что ты, чтобы женщина что там, почему разводится? Там есть женщины, которые, вот, знаешь, ревнивые, там, напрягают, Да там, я не знаешь, знаю, вот я прям это, вообще не чтобы про они, ревность. да? Я вот, например, уже... Я был ревнивый, что-то там, может, Мгм. по сейчас вообще это Да. вообще не важно. Ну, ты Вот эта хочешь в ревность. дальнейшем, вот, в будущем вообще жениться? Ну, я бы не то, что я хочу жениться. Такой, кто видит это видео, Да. пожалуйста, свяжитесь со мной. Не, ну, не настолько. Я, если будет такой у меня по жизни расклад, да, Мгм. жизнь такой даст расклад, и я почувствую, что мне вот все, я с этим человеком хотел бы Мгм. там продолжить что-то, ну, да, я не против, я открыт. Мгм. Но я и не вижу в этом какой-то надобности. Мне вообще комфортно одному, Мгм. вот, и вообще не вижу надобности. Керемет. Керемет сұхбат болды. Давид, саған көп рахмет, что ты Рахмет, сегодня рахмет. пришел в мою программу «Жұлдыздан төмен». Я очень рада тебя видеть. Вот
қыздар құлақтарына алтын сырға осындай сұлу жігіт, біздің Намат, барлық спорттың телеведущий және де ведущий, шоумен. Я очень рада тебя видеть у Спасибо, что себя. пригласила. Я тоже рад, что ты меня пригласила, вот вытащила меня А еще у в нас... свет. Ой, ну как без тебя? А у нас еще есть тебе подарки такие вот. Мгм. О, Аламан компания Нұрсейіт Жылқышбайдан осындай саған керемет Это мне? сыйлық. Это тебе. О, Да, спасибо это большое. наш супер журналист передал тебе вот Ага. такой вот от компании Чемпион чай. Тоже наш, Очень приятно. Ага, наша Я не ожидал, амбассадор. что я с такими подарками уйду еще. Это тебе. Ну, Я же тебе как-то даже писала в Инстаграме, говорю, Динара, тебя и без пакетика чая, Да. ну ты вот с чаем чемпиона, и представить, говорю, невозможно. Каждое утро ты начинаешь как будто с чемпиона. Да. Вот, я писала, говорю, да, вот, чемпион чай. Класс. Вот А из я как раз чемпион- да. чаевник, я очень люблю Да? чай. Ну, кофе я так, а вот чай я прям постоянно пью чай. Спасибо тебе большое, дорогая. Все, мы с тобой вместе сейчас чай попьем.